Мы видим следующие процессы, что последнее задержание, которое произошло вчера, это сын одного из активистов. С другой стороны, вернее, активистов и национального движения, и у них был в сентябре обыск, в октябре мать решением суда оштрафовали на 10 тысяч рублей. И я думаю, это как раз-таки в первую очередь тот посыл крымскому обществу и механизм все-таки сломать тех людей, которые четко стоят на своей позиции. На мой взгляд, это было жесткое задержание с различными, на мой взгляд, с нарушениями. И я думаю, мы это тоже будем изучать вместе с адвокатами, потому что Эдем Османов, которого вчера задержали, ему не предоставили ни повестки, его не пригласили. Я не думаю, что он бы скрывался, убегал и так далее. А произвели задержание, когда он был в машине на автозаправке вместе со своей супругой. И на самом деле его задерживали, как я не знаю, там какого-то рецидивиста, который мог быть вооружен или, я не знаю, мог принести какое-либо там сопротивление и так далее. Я уверен, что этот молодой человек, если бы ему дали бы официально повестку, то он бы спокойно пришел бы и в следственный отдел, и, соответственно, могли бы они с ним провести там допрос или общение. Мы работаем для того, чтобы любое задержание, любое воздействие, если любой волосок упадет с головы крымского татарина или любого жителя Крыма, который обратится к нам, независимо от национальности и вероисповедания, об этом будет знать весь мир.